кулинарии, продуктах и рецептах, казанках и чугунках. Помогают ей настоящие умельцы, попавшие на эту кухню из самых разных концов нашей большой необъятной страны. Без поддержки близкого в нашей программе не обойтись. Поэтому приходят гости всегда вдвоем. Один будет учить нашу Анастасию готовить национальное блюдо, а второй расположится в отдельной комнате, так, чтобы все видеть и слышать. Поскольку встретятся не только в конце программы, комментарии наблюдателя могут быть самыми неожиданными. Зато мы получим максимум информации. И я советую приготовить блокноты и ручки. Обещаю, будет вкусно. Здравствуйте, это программа «Вкусный мир», и я ее ведущая Анастасия Трегубова. С каждым днем наш вкусный мир становится все вкуснее и вкуснее, а наша кулинарная книга все интереснее. Я приглашаю вас в удивительное путешествие по вкусному миру национальных блюд. Каждый народ ест столько еды, сколько тратит энергии. На островах Океании аборигены вообще питаются тем, что с дерева сорвут. Например, банан. Им много не надо. Они так и живут, медленно и лениво. Но есть и другие народы. Они танцуют лезгинку, пасут овец, выращивают лошадей. Они живут столь активно, что накормить семью досыта задача непростая. Лезгинская национальная кухня решает эту задачу не первое столетие. Сегодня мы узнаем ее главные секреты. Наша сегодняшняя гостья с детства любила математику и стала экономистом. Опыт общения с цифрами пригодился ей в кулинарии. Инесса прекрасно готовит старинные национальные блюда, а ведь в древних кухнях все отработано до мелочей, до каждого грамма и щепотки соли. А главное, важны пропорции. Инесса по-научному подошла к изучению рецептов и стала очень быстро хорошей хозяйкой. Инесса Шихкеримова родилась в Советском Союзе в городе Саратове, в том самом, где на улице огней так много золотых. Училась на факультете продовольственного рынка. В Москве уже 2 года, работает экономистом. А еще благодаря зову крови стала участницей организации «Московские лезгины». Наша сегодняшняя программа необычная. Дело в том, что наши сегодняшние гости не знакомы друг с другом. Я пригласила наблюдателя немного пораньше. Это известный режиссер, сценарист, капитан команды «Махачкалинские бродяги» Шабан Муслимов. Шабан, проходите. Ничего, что пораньше. Да, наоборот, проконтролируем все сразу. Да. Дело в том, что моя вторая гостья, она лезгинка, ее зовут Инесса, и она сегодня будет, точнее, мы сегодня будем с ней что-то готовить. А вам придется сегодня наблюдать и в конце программы прокомментировать наше кулинарное искусство. Отлично. Так, а с чем вы пришли, Шабан? Я вам принес замечательную книгу, я вот всем покажу ее. Называется «Кулинария народов Дагестана». И наверняка не знаете, что многие блюда, которые вы там считаете русскими, таджикскими, кыргызскими, они на самом деле лезгинские. Многие из них вы даже, наверное, умеете готовить. Это я ко всем обращаюсь, телезрителям. Смотрите, замечательное древнее лезгинское блюдо. Слушайте. Салат из свежих огурцов. Так. Умеете готовить салат из свежих огурцов? Резать кубиками, дольками как? Нет. Значит, сначала свежие огурцы надо промыть под холодной водой, очистить от кожицы, нарезать тонкими ломтиками. Ага. Вот если кубиками, то это, возможно, огурцы по-монгольски как. Ага. А вот если ломтиками, это огурцы по-лезгински. Очень полезная книга. Вот. А салат из свежих помидоров умеете готовить? Правда, нет, ни разу не пробовала. Вот, попробуйте, и вы будете знать, что хлеб с сыром по-лакски. Так. Вот, это тоже сложное блюдо, но я вам тут пометил, видите, я вам так, дарю. смотрим, мне много закладочками моими, да, здесь все самые культовые блюда, которые, собственно, создали мировую кухню, они здесь все отмечены. Спасибо. Буду хранить как зеницу ока. Шабан, да. Тогда, дабы вам не столкнуться случайно где-то в кулуарах с нашей Инессой, я прошу занять традиционно в нашей программе место наблюдателя и эксперта. И в конце концов вы выйдете и покажетесь ей. Так неожиданно, это будет для нее большой сюрприз. Строго. Да. Куда идти? Идти туда. Хорошо. Инчавахирова, Инесса. Инчавахирова, Настя. Ой, какой потрясающий костюм. Расскажи мне, пожалуйста, это праздничный национальный лезгинский костюм? Да, это наш национальный лезгинский костюм. В основном его одевают на праздники, и он больше танцевальный. А я ты тебе принесла презенты. Вот это, так сказать, наше народное творчество, да? Носочки какие красивые. С узором. Это тебе. Ой, спасибо большое. Потрясающий узор. Вот. И еще такие вот 2 диска, да?
Здесь лезгинская музыка, то есть можешь послушать, потанцевать, если тебе захочется. То есть это тебе тоже. Ой, очень приятно, спасибо большое. Ну, раз мы говорим с тобой уже много о танцах, давай все-таки лезгиночку. Да, дорогие телезрители, я Анастасию понимаю. Познакомиться с лезгинской кухней и не станцевать лезгинку. Но танцы танцами, а пора начинать готовить. Слушай, затанцевались, я забыла спросить, что мы будем готовить? Ну как же так? А мы сегодня готовим наше национальное блюдо афара. Это пирог из тонко раскатанного теста с начинкой. Ну, конечно, раз это пироги, то нам нужна мука. Для того, чтобы замесить тесто, нужна вода, соль. Все, для теста у нас есть все. Для начинки нам сегодня понадобится творог, зелень. Ну, как вижу, ты подготовила, собрала на огороде. Яичко, репчатый лук, который мы поджарим на масле. Вот, и в принципе все. С чего начнем? Так, давай, смотри. Я буду замешивать тесто, а ты тогда мне поможешь с начинкой и начнешь, наверное, зелень. Давай. Порежешь ее мелко. Давай. Так, значит, замешиваем тесто. Укроп. Оно замешивается совершенно простым образом. Соль и холодная вода. Инесс, а почему у лезгин пироги делают именно с такой начинкой? Соленые обычные или перченые? Ведь все-таки для нас это не так обычно все-таки, да? Вареники, да. Да. От чего это пошло? Здесь, наверное, все уходит корнями в традиции. Даже вот в эту тему могу тебе рассказать одну притчу о том, кто научил все-таки людей пользоваться солью. Ну, наконец-то. Эта тайна, откуда взялась соль, мучает меня долгие годы. Сейчас узнаем. В нашей лезгинской мифологии есть богиня Арчан и бог Тарлат. Богиня Арчан – это богиня домашнего очага. Тарлат – это бог плодородия и изобилия. И вот они дружили с семьей муравья. И частенько ходили к нему в гости. Он их почивал своей едой. И оба этих бога как бы по вкусу определили, что еда как-то вкуснее, чем то, что готовят они. И спрашивают они у муравья: почему у тебя еда вкуснее, чем наша? Он не признается, представляешь? Молчит. Хитрый муравей. Хитрец. Молчит и не говорит ничего. При этом богу Тарлату пришлось прибегнуть к крайним мерам. Так, что случилось с муравьем? Конечно. Исход не трагический. Так, это слава богу. Так что не пугайся. Но ему пришлось взять веревку, обмотать муравья этой веревкой вокруг талии и пытаться все-таки узнать у него, почему же его блюдо вкуснее. Долго не признавался муравей. Вот хочу тебе сказать, очень долго. Но все-таки, наверное, ему как-то стало не по себе, или он все-таки решил поделиться своей тайной. Он признался в том, сказав слово «соль». И с тех пор люди стали пользоваться солью, и блюда стали намного вкуснее. А у муравья, у него осталась тонкая талия. Инесс, посмотри, достаточно столько зелени? Нет, наверное, еще. Еще надо, да? Еще, ну, еще. придется сходить к холодильнику. Хорошо. Инесс, Да, еще это вам. О, Ну, я пошутила, это в начинку. да. Скорее всего, этого хватит. Инесс, готовясь к программе, я узнала, что у лезгин существует очень много пословиц, поговорок, причем на все случаи жизни. О, да. Есть такая очень веселая пословица, как «кандач-кандач лухус, ирида фарнеда». В переводе означает не хочу, говоря, а 7 пирогов съедает». Вот в Дагестане есть блюдо, которое называют чуду. Да, оно, в общем, похоже у всех народов Дагестана, но вот у нас называется афар или афар во множественном числе. Вот, и немножко отличается. Там, каждый из народов, представитель народа утверждает, что вот их чуду вкуснее. Ну, вот лезгины все уверены, что афар – это самое вкусное из подобных блюд. Так, ну, по-моему, я замесила тесто. Как у тебя хорошо получается. Часто ты пироги печешь? Ну да, иногда помогаю маме.
Вот, теперь я могу помочь тебе с начинкой. Так, значит, ты порезала, еще порежешь зелень, а теперь нам нужно смешать с творогом. А кто придумал смешивать творог с зеленью? Какой интересный вопрос. А ты что-то имеешь против? Нет, я ничего не имею против. Просто интересно так, ради любопытства. Смотри, вот если, опять-таки, любое событие в нашей жизни нужно искать корни в прошлом. А у нас это как бы древние предания, жизнь древних людей. То есть лезгины – это все-таки горцы. Вот представь, люди живут в горах, в своих аулах. Чем в основном занимались? Скотоводством, растениеводством. То есть, допустим, если это летнее весеннее блюдо, то в основном амфар всегда делался из зелени, потому что люди выходили, собирали ту зелень, которая росла в тот период. В основном для этого блюда используются такие виды зелени, как крапива, пастушья сумка, лебеда, да, до сих пор. Лезгины издавна занимались земледелием и скотоводством. Из продуктов этой деятельности и состоял в основном их пищевой рацион. Важное место в традиционной пище лезгин занимают мучные изделия. Каждый день в специальной печи выпекали хлеб из пресного или кислого теста. Из пресного теста также готовили пироги с начинкой из съедобных трав. И слоеный пирог с начинкой из картошки и рубленого мяса. Самое любимое и распространенное из других традиционных блюд, конечно же, хинкал. Лезгины используют для него только пшеничную муку. Хинкалы – это куски пресного теста, сваренные в мясном бульоне. Хотите иметь стройные ноги и упругие ягодицы? Забудьте о тренировках на велотренажере. Пусть Relax & Tone делает упражнения за вас. Вы не прилагаете усилия, при этом видите результат. Целлюлит на бедрах и ягодицах постепенно исчезнет, а вы будете выглядеть сексуальней. Используйте плоскую насадку на массажере Relax & Tone. Массаж будет таким, как будто его делает профессиональный массажист. Всего 10 минут массажа, и вы увидите на лицах ваших родственников радость. Насадка с волнистой поверхностью разбивает жировые отложения. Через несколько недель вы заметите, что живот становится меньше. Не теряйте время. Нанесите гель для похудения на проблемные участки тела, и пусть за дело возьмется профессионал. Шариковая насадка с головками, вращающимися на 360 градусов, будет массировать кожу, удваивая эффект похудения и делая ваше тело более сексуальным и подтянутым. Relax & Tone стильный, компактный и портативный. Он идеально подходит всем членам семьи. Кроме всех 3 насадок, мы также предоставим вам моющуюся защитную накладку для успокаивающего массажа. Примите решение сейчас и купите массажер, который избавит вас от жировых отложений. Вы похудеете на 2-4 размера, а тело станет подтянутым. Это единственный прибор, тонизирующий ваши мышцы, когда вы расслабляетесь. Но это еще не все. Позвоните нам в течение следующих 20 минут, и мы подарим вам насадку для удаления мозолей и шершавой кожи на ступнях абсолютно бесплатно. Попрощайтесь с загрубевшей и сухой кожей на ваших ногах и начинайте выглядеть превосходно с головы до ног. Звоните и заказывайте массажер Relax & Tone прямо сейчас. Это уникальный прибор для поддержания тела в тонусе. Частота вибрации 2500 оборотов в минуту. Ваша талия подтянется, ноги станут стройными, подмышки красивыми, ягодицы подтянутыми. При этом вы можете сидеть и расслабляться. Relax & Tone – уникальный прибор для поддержания тела в тонусе. А вообще эти пироги делаются из различных начинок. То есть их можно делать из тыквы, можно делать из картошки, из капусты. Кто на что гораздо, кто что любит. Просто афар, который мы сейчас готовим, он сродни хлебу. Если брать, допустим, даже в каких-то словесные, да, устойчивые фразы и выражения, то у лезгин, допустим, есть вообще просто есть, кушать. И кушать хлеб – это 2 как бы идентичных слова. То есть говорят «щефунес». Щефунес, правильно? Щефунес. Вот. Это означает, что ты зовешь человека «идем кушать». А если дословно переводить, то это «идем есть хлеб». Вот когда говорят про человека, что он с достатком, говорят «фу авай исан». То есть у человека есть хлеб, значит, у него есть достаток. Вот. Смотри, как у нас все
Да, красиво славно как. получается. Теперь мы это все перемешаем. Я думаю, все можно добавить. Я так ложечкой цедила и решила, что все-таки нужно все добавить. А я смотрю, ты накрыла тесто полотенцем. Для чего? Обратите внимание, дорогие телезрители, от нашей наблюдательной ведущей не укроется ни одно движение нашей гости, ни одна мельчайшая деталь приготовления блюда. В принципе, знаешь, это тесто не сдобное, не дрожжевое, особого созревания оно не требует, но немного отстоится, да, придет в себя, и тогда мы уже вернемся к нему. Ну, а мы в это время перемешаем нашу начинку. Перемешаем, и нам, наверное, нужно сделать поджарку из лука. Добавим ее к нам в начинку. А я займусь тем, что сейчас скалю яичко, которое мы тоже добавим туда. Вы знаете, насколько я могу судить вот так со стороны, очень она уверенно кладет творог, уверенно раскатывает тесто. Вот, наверное, есть какие-то тонкости, я все-таки не повар, поэтому я не скажу, что я часами наблюдал, как мама готовит, но нас интересовал больше результат, поэтому, по-моему, все правильно, все хорошо. Определенное количество соли, перца невозможно сказать, потому что каждый человек по-разному. Порезали лук. Да. Жарим его на каком масле? Ну, конечно же, на нашем. На сливочном. Сливочном. Мгм. То есть вот так подойдет? Да, вполне. Угу. Сливочное масло. Скажи, а как тебя воспитывали родители? Строго в ежовых рукавицах тебя держали? По-лезгински, так говорится? Ой, знаешь, мои родители, это, конечно же, самые лучшие люди на земле, как, в принципе, у всех людей. По-другому быть не может. Насчет обычаев, да, как бы в лоне обычаев, но строгости вот такой вот не было. Просто, допустим, мои родители считали, что доверие к человеку, оно важнее, чем какие-то рамки или какие-то условия, в которые ставишь ребенка. Если ты ему доверяешь, то он будет чувствовать любовь и никогда не обманет. Воспитание в лезгинских семьях, в нашей в частности, ну, как везде на Кавказе, строгое, но справедливое. Нас заставляли есть опарыш. Вот, и мы росли с мыслью, что это очень вкусное блюдо. Вот, нас не заставляли есть блюда других кухонь, но и не запрещали. Вот поэтому мы выросли в таких толерантных семьях, которые любят любую кухню, если при условии, если она вкусная. Инесс, наверняка у лезгин очень много праздников. А ты участвовала в каком-нибудь настоящем лезгинском празднике? Не часто, конечно, получалось, но в принципе участвовала. Допустим, самый распространенный – это свадьба. На свадьбе, на лезгинской настоящей я была. А вот блюдо, которое мы с тобой сегодня готовим, это часть такого обрядового праздника, как Яран-свар. А что это означает? У лезгин он называется Яран-свар, у других кавказских народов он называется Навруз-байрам. Это весенний праздник, он проходит в основном в день весеннего равноденствия, 22 марта. То есть это Новый год по мусульманскому календарю и в то же время начало весны. Яран-сувар – праздник, который лезгины отмечают даже когда живут вдали от родины. В отношении праздничных блюд существует примета. Насколько увеличатся в объеме разваренные зерна, настолько будет больше урожай по сравнению с посеянным зерном. Полагается также есть в эти дни побольше жирной пищи. В прежние времена ночь на Яран-сувар была заполнена у лезгинок романтическими обрядами. Они специально наедались на ночь соленых хлебцев, чтобы во сне увидеть суженого, дающего им воду. В эту же ночь девушки устраивали гадания перед зеркалами. С пышным свадебным обрядом связано еще одно знаменитое национальное блюдо. Это бергент. Зажаренная на огне туша барана. По обычаю, именно невеста должна была принести его в дом жениха. Думаю, достаточно, Настя, жарить лук. Так, мы Его сюда к нам в начинку. Так. И Ой, какая красота получается. зрелище обалденное. Так. Вот, как я говорила, афарер готовят в лезгинских семьях именно на этот праздник Яран-свар. Готовят, приглашают гостей, угощают этим блюдом.
ходят сами в гости. Вообще любят, да, лезгины ходить друг к другу в гости? Да. Обычай гостеприимства – это тоже у нас в крови. То есть, если я к вам приду в гости, то вы меня и накормите, и спать уложите. Конечно. И даже не спросите, зачем пришла, да? Нет, конечно. А зачем? Ты должна была пить. Так, значит, раскатываем тесто. Здесь. Так, сначала делим его на кусочки. Можно я тебе помогу чем-то? Конечно. Вот оторвать кусочек. Да, давай. Это будет огромнейшая помощь. Ты будешь раскатывать, а я буду отрывать кусочки. Давай. Отлично. Отличная И так помощь. немного замешивай их, да, организуй вот так вот, сколько у нас кусочков будет для дальнейшей готовки. Так. А вот ты сама по образованию экономист. Да. И, как я знаю, ты по-научному подходишь к приготовлению пищи. Вот это как? По-научному? Это, наверное, 500 грамм масла. Даже вот расскажу тебе такую вещь. Иногда покупаю в магазине что-то вот на развес, да, килограмм. Я обычно всегда попадаю в точку. То есть наберу столько нужное количество яблок, что у меня будет именно килограмм. А так вообще готовлю в принципе на глаз. Вот знаешь, не применяю экономику и математику, которые я люблю, в приготовлении пищи. В принципе, это делается на тонком тесте. У нас есть пироги и на более таком толстом тесте. Они называются цке. А с чем Да, они? там уже тесто совершенно другое, там оно дрожжевое. И делаются они в духовке. А эти пироги мы разве не в духовке будем Нет, выпекать? эти пироги мы будудем делать на сковороде в наших современных условиях. А если брать деревню, да, где есть печи, которая называется хар. Как? Хар. Хар. И вот на этой печке делаются и хлеб национальный, и вот пироги. Понимаешь, там вкус блюд совершенно другой, потому что это делается на огне, и вот они пропитываются этим запахом, и этот свежий горный воздух, и просто ешь все с таким удовольствием. Так, ну что? Так. Тесто мы раскатали, Да, достаточно раскатали тонко. тонкий слой теста. Делаем вот так. Так. Можешь спросить меня, почему? Я тебе скажу, что так делала моя мама. И делает. Вот. Это научилась от нее. Но, в принципе, как бы это разделительная черта, то есть половина остается здесь, а половину ты закрываешь. Как интересно. Так, ну что? Ну давай, экспромтом сколько грамм? Сколько нужно начинки? Да, сколько На грамм? глаз. Вот здесь вот точно. Во-первых, если ты любишь много начинки, то ты добавляешь ее много, да? Или ты любишь так чуть-чуть? Я люблю так, чтобы не поправляться, в принципе. Так значит как? Что же с тобой делать? Ой, как интересно. А бывает такое, что начинка протекает? Бывает. И у нас вот сегодня получилась такая, в принципе, немножко жиденькая. Но это же ничего. Это ничего. При приготовлении, как бы уже когда будет готово, это будет достаточно хорошо, потому что будет сочно. Не сухо, а сочно. Так, Жарим? жарим. Давай, включай свою плиту, чудо-плиту. Ты ее лучше знаешь. Включаем нашу чудо-плиту. Так, и сколько нам масла? Сколько? Нет, сюда нам масло не нужно. А, без масла? Без масла. Ой, как да. интересно. Сковорода у нас нагрелась? Да. Так, ну что, самый ответственный момент? Опа. Оп. Так, аккуратно, не обожгись. Инесс, так быстро у нас с тобой получились пироги. Давай напомним специально для наших телезрителей, что нам для этого понадобилось. Для афара нам понадобится килограмм муки высшего сорта, зелень, укроп, кинза, лук, полкилограмма зернистого творога и полкилограмма масла, яйцо, репчатый лук и соль с перцем. Начинаем замешивать тесто из муки, воды и соли. Замесив, откладываем в сторону, накрываем полотенцем. Приступаем к начинке. Режем мелко зелень, добавляем творог, яйцо и все перемешиваем. В
сковородке на сливочном масле поджариваем лук репчатый, добавляем к творогу. Снова все перемешиваем, добавляем соль и перец по вкусу. Раскатываем тонкий блин из теста, величина зависит от размеров сковородки. Наполняем половину начинкой, оставшейся частью закрываем, прищипываем край. Затем пропекаем с обеих сторон. Уже готовый афар обмазываем сливочным маслом и накрываем следующим приготовленным. Вот и все. Ну что, так быстро время пролетело, столько пирожков мы с тобой напекли. Да, в хорошей компании дело идет быстро. Так, и ты взяла нож для чего? Да, хочу порезать, чтобы нам с тобой удобнее было все-таки питаться. Инесс, на самом деле, мне для тебя сюрприз. Сюрприз? Да, а как ты догадалась? Как я люблю сюрпризы. Обожаю просто. Ты говорила про гостеприимство? Да. Я, на самом деле, тоже гостеприимная. Поэтому я решила пригласить в гости твоего известного земляка, капитана команды КВН «Махачкалинские бродяги», режиссера Шабана Муслимова. Проходите, сюрприз! Здравствуйте. 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 Ну Ух как, ты. Шабан? Выглядит отлично. Но вы наблюдали, как мы старались? Наблюдал. Все правильно, все пока красиво. Теперь осталось попробовать. Вы готовы дегустировать? Я не боюсь. Даже Щас. как-то очень волнительно, правда, Да. Инесс? А как мне он, Как не оценит знаю. наше творчество? Очень вкусно. Чувствуется настоящий лезгинский творог. Настоящая лезгинская трава. Которая растет у меня в огороде. Да. Ух ты. Да. Вы любите лезгинскую траву? За траву Это отвечала сегодня Настя. Спасибо, очень вкусно. Я, пожалуй, еще пару прихвачу. Обязательно. Так. Настенька, представляешь, у меня для тебя тоже сюрприз. Правда? Так много сюрпризов Сюрприз, сегодня. Сюрприз. Да, хочу тебе подарить вот такой вот Ой, спасибо. красивый продукт нашего народного творчества. Этот коврик имеет специальную технологию изготовления без ворсу. Видишь сама, да? То есть ворс внизу, рисунок Потрясающе. сверху. То есть это традиционный лезгинский коврик. Ой, спасибо большое. Столько сегодня сюрпризов. И у нас такой единственный замечательный мужчина. Я вижу, ему очень понравился этот коврик. Шабан, можно я подарю его тебе? Ты не против? Нет. А у вас, видимо, много лезгинских ковриков. Вы так дарите тут же подарок. Ну, хорошо, Ну, мне приятно. Спасибо вам большое, Инесс, что научила меня готовить настоящие лезгинские пироги. А вы, Шабан, что не побоялись и пришли поддержать Инесса. И, как говорится, приятного аппетита. Саграй. Жаль, что на нашей кухне особо не потанцуешь. Но чтобы после еды лезгинку не станцевать, такого в горах не бывает. Это была программа «Вкусный мир». Программа не только вкусная, но и очень полезная. И я, Анастасия Трегубова, обещаю, наша следующая встреча будет такой же вкусной. Увидимся.